Резьба по дереву и вышивание бисером, моделирование одежды, рисование картин по номерам. В Ленске проживает и работает достаточно много увлекающихся людей. Но если перечисленным выше занимается достаточно много рукодельниц и мастеров, то созданием точных копий кораблей далеких исторических эпох всего один. Репортаж Сергея Евсюкова. Профессия плотник. К работе Валерий Китаев отдает основное время. Но вечерами и выходные он становится настоящим мастером-корабылом. Увлечение мужчины – изготовление уменьшенных в 64 раза макетов кораблей Петровской эпохи. Выбор осознанный. Период становления русского морского флота. Просто интерес старых мастеров увидеть. Вот. И какая сложность. И смогу ли я это воссоздать хотя бы в маленьком масштабе. Вот. Оказалось очень сложно. Вот, очень сложно. Ну, воссоздал. 2,5 года я его делал. И не просто воссоздал, а сделал точную копию по чертежам. Здесь все, от канатов до парусов, от бортовых фонарей и резьбовых украшений, от флагштоков и киля, сделано вручную. Ни одной покупной детали, только собственными руками с применением смекалки. Поэтому на моделирование судов уходило столько же времени, сколько на постройку настоящих кораблей в то далекое время. Вот последнее творение нашего героя. Суда Петровской эпохи. Судно «Ингермантлан». Около 3000 различных деталей. 2 года работы. Судно «Двина». Около 2000 деталей. 1,5 года кропотливого труда. Последнее судно также идентично настоящему, построенному в Архангельске, кстати, откуда Петр I и набрал мастеров для строительства флота. Только этот корабль уже сделан Валерием более профессионально, с учетом опыта моделирования прежних кораблей и использованием ценных пород дерева – дуба, бука, граба и других. Вот это черное, это не крашеное, это такое дерево черное, черный граб. Здесь ничего крашеного нету. Здесь вот все цвета, что есть, это все как бы натуральное дерево. Вот внутри, там, внутренние борта, они из красного дерева сделаны. В стремлении все сделать своими руками мастер освоил и металлообработку. На его кораблях пушки и якоря, другие металлические детали также выполнены из соответствующего материала олова. Сам готовил образцы, формы для заливания и старил корабельное вооружение. Обмедняю специально медный купорос, 12 вольт, и он покрывается вот так вот медью. Покрывается медью и уже медь черню. То есть красишь чем-то? Нет, есть специальная жидкость для чернения меди, для старения. Да и шитье освоил, паруса, и рисовать научился. Все флаги и штандарты на кораблях также собственного домашнего изготовления. Так что талантливый человек, талантлив во всем. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск.